Летит, летит по небу Клим усталый. Подвигу Героя России Сулумбека Асканова 26 лет. Сегодня по республике прошли памятные мероприятия. Уверен, что наш визит не останется бесследным, и мы в дальнейшем будем совместно проекты реализовывать. Юнусбек Евкуров встретился с премьер-министром, министром внутренних дел Катара шейх Абдаллой бен Насер бен Халифа Аль-Тани. Северокавказский окружной военный суд вынес приговор участникам незаконного вооруженного формирования, функционирующего на территории Ингушетии. Пришли к единому мнению, что эти правила не относятся к федеральной дороге, где находится кольцевое движение. Расскажем о новейших правилах ПДД. Речь пойдет все о том же круговом движении. Федеральная трасса внесла свои коррективы. Здесь стартует республиканский турнир по дзюдо среди юношей. В нем участвует порядка 400 спортсменов. Все они будут бороться за звание лучшего в своей весовой категории. Во дворце спорта Магаз прошел республиканский турнир по дзюдо среди юношей на кубок главы Ингушетии. Это новости 24. Добрый вечер. Бессмертному подвигу 26 лет. 7 февраля 1992 года при выполнении летного задания в самолете, который пилотировал Сулумбек Асканов, отказала техника. Летчик не дал воздушному судну упасть на жилые дома и увел его подальше от поселка, но сам катапультироваться так и не успел. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Во второй школе Плиева, родной для легендарного летчика, прошло памятное мероприятие. Ирина Сычуева расскажет об этом подробно. Интервью матери Сулумбека Асканова, сильной и мудрой женщины, которая воспитала героя страны. Традиционно в этой школе вечер памяти начинается именно с этого эпизода, чтобы каждый ученик здесь знал и гордился своим односельчанином. Пока живут на ней люди, мы будем говорить и писать о тех, кто обладает этими замечательными качествами. Одним из таких людей был Сулумбек Асканов, человек чести, достоинства и благородства. Он стал перед выбором спасти свою или чужие жизни, пожертвовав собой. На вечере учащиеся вспоминают самые яркие эпизоды из жизни Сулумбека Асканова, рассказывают о его детских годах, выборе профессии, студенческое время и про небо, которое он так любил и которому остался предан до последнего. Расшифровка записи черного ящика показала, борьба шла 2,5 минуты. Самолет вывалился из облаков над Хворостянкой. Высота 400 метров. Скорость 900 км в час. Про Сулумбека Асканова здесь говорят с особой гордостью. Для учащихся Герой России пример доблести и чести. На примерах таких людей, как Асканов, воспитывают поколения. Человек жил во имя своей Родины. Он служил, он достиг определенных высот. Но, несмотря на то, что он этих высот достиг, он носил в себе готовность в любой момент, если это понадобится для других, свою жизнь отдать. Вот это очень важно. Поэтому мы ребятам говорим, кстати, и глава республики наш тоже часто это повторяет, что место подвигу есть везде. На каждом таком мероприятии я узнаю все новое об Асканове. И сегодня на это мероприятие я узнала, что он, когда еще был маленьким, совершил подвиг. Я сама с села Плиева, и я горжусь, что он наш односельчанин. В школе открыт музей имени Сулумбека Асканова. В отдельном зале много старых фотографий, наград, исторических фактов, макеты истребителя Асканова и любимый китель героя. Проводить вечер памяти Асканова в этой школе уже стало доброй традицией. Учащиеся общеобразовательного учреждения поддерживают тесную связь с Липецким авиацентром. Помимо прочего, они встречались с сотрудниками и друзьями Асканова и посещали место гибели героя. Мало кто знает, что свой первый подвиг Асканов совершил еще будучи подростком. Спас в Киргизии тонущего ребенка. Он начал свою жизнь с подвига, подвигом ее и закончил. Как говорил сам Асканов, у него было 3 любви: к своему народу, к своей семье и к самолетам.
Последняя любовь стала для героя России роковой. Герои живы, пока живы потомки, пока есть кому совершать подвиги и есть кому о них рассказывать. Летит, летит по небу Клим устал. Ирина Цычоева, Мухаммед Биржоев. Новости 24. У него был только миг, чтобы принять бесповоротное решение, и он не промедлил, спас жизни и увековечил свое имя в сердцах целого поколения. Каким был Сооронбек Сусуркулович, расскажет Мадина Пугоева. Сооронбек Асканов родился 8 января 1943 года в многодетной семье. Отец – участник Великой Отечественной войны, а мама была удостоена звания «Мать-героиня». Детство будущего летчика было трудным. Когда он был еще ребенком, семья переехала в Казахстан, и лишь в 1957 году они вернулись в родное село Плиево. Сооронбек поступил в Грузинское ПТУ, одновременно занимался в аэроклубе. Чуть позже на отлично окончил Качинское высшее военное училище летчиков. Выпускника оставили там же летчиком-инструктором, а вскоре перспективного офицера направили в военно-политическую академию. Я, естественно, спрашивал, а когда к тебе пришла эта мысль стать летчиком? Сооронбек мне рассказывал, и я в книге об этом написал, что еще в раннем детстве, когда я лежал на стоге сена и смотрел в небо на мерцающие звезды, и мне хотелось оказаться там, наверху, летать на самолете. И вот тогда именно в нем зародилась эта мысль стать военным летчиком. Сооронбек Асканов одним из первых среди советских летчиков освоил МиГ-29, истребитель 4-го поколения, на котором и совершил свой последний полет. 7 февраля 1992 года при выполнении тренировочного полета в условиях плохой видимости им была потеряна пространственная ориентировка. Выйдя из облаков, Асканов увидел, что его самолет падает на поселок Хворостянку. По правилам, летчик должен был медленно катапультироваться. У него было всего 2,5 минуты для того, чтобы принять решение и действовать. Летчик решает увести самолет как можно дальше от населенного пункта. Самолет упал в 100 метрах от ближайшего дома на окраине поселка. За этот героический поступок позже указом президента России ему посмертно присвоят звание Героя Российской Федерации. А спустя десятки лет в Липецкой области вновь соберутся сослуживцы Сооронбека Асканова, для которых он был больше, чем просто инструктор полетной подготовки. В то же время он был требовательный. В то же время я его знал как профессионала, прекраснейшего профессионала, трудоголика. Память об этом светлом человеке, об этом офицере, о летчике неизгладима среди ветеранов и последующих поколений. Коллеги и друзья, не привыкшие к сложным сочетаниям кавказских имен, называли Сооронбека по-дружески Сергеем Сергеевичем. Так к нему и обращается один из журналистов во время записи интервью. Сергей Сергеевич, полет проходил нормально? Да, полет это обычно, это наша работа, поэтому мы показываем то, что мы тренируемся, готовимся каждый день, поэтому все нормально проходило. Имя славного сына страны навсегда будет храниться в памяти многих поколений. Свидетельством тому и памятники, открытые в его честь в разных городах нашей необъятной родины. 5 лет назад в Москве в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе открыли бюст первому герою России Сооронбеку Асканову. Мы обязаны, живые сегодня, всегда помнить подвиги тех, кто совершал эти подвиги для нас, честь нас и ради того, чтобы мы сегодня жили. Памятник первому герою России открыли в селе Хворостянка Липецкой области. Теперь на месте прежнего скромного обелиска красуется величественная стела из белого мрамора, напоминающая взмывающее небо истребитель легендарного летчика Сооронбека Асканова. Обелиск будет хранить память и рассказывать о подвиге человека, который поставил чужую жизнь выше собственной. Мы однополчане, тех, кого он воспитывал, тех, с кем он служил, с кем летал, никогда не забудем это честное, красивое имя нашего командира. И будем помнить его всегда вместе с индусским народом. У Сооронбека Асканова был только миг, чтобы принять решение и отвезти падающий МиГ-29 от жилых домов в деревне Хворостянка. Чтобы сохранить воспеваемую жизнь другим, взамен своей летчик не дал упасть воздушному судну на поселок, увел подальше от жилых домов, но сам катапультироваться не успел. Был такой грохот, раздавался, потому что самолет падал, и он увел даже вот от дома, вот Козелик, там мало домов. И получилась воронка огромная. Он сам, сам он решил жизнь свою, а людей спас
А если вот он на Хворостянку упал в самолет, то тут была бы катастрофа. Был, конечно, очень сильный взрыв, аж зазвенели стекла в поселке. Ну а затем здесь в короткий период времени все же было отцеплено, отцепили военные. Ну и потом это все по крупицам, все потом восстановилось и сказали, что ценой жизни, спасая людей, еще раз повторюсь, Асканов совершил свой подвиг. Здесь же состоялась и церемония тушения почтовой марки, специально выпущенной Почтой России к 25-летию подвига первого героя России. В память о Сооронбеке Асканове в единственной школе села Хворостянка Липецкой области открыли мемориальную доску. Чуть позже ее учащиеся приехали в Ингушетию, чтобы пообщаться с родными и близкими легендарного летчика. Двоюродный брат Сооронбека Хусен Асканов рассказал ребятам о том, как получил трагическую весть. История гибели героя всегда трогает до слез. Гости из Липецка считают большим везением оказаться здесь, на его родине, в его родном селе. Нас от мала до велика знают все, кто такой Сооронбек. И я надеюсь, что все поколения дальше будут знать, почитать его, как мы сейчас почитаем. Спасибо вам огромное за него, за его подвиг. Хочу вам сказать спасибо за то, что он спас нас, наше село от такой трагедии. У него была возможность избежать своей гибели, но он выбрал путь, спасая нас. Ингушская делегация не раз ездила в Липецкую область, а гости из Хворостянки на родине летчика впервые. Ребята прошлись по пришкольному музею славы, где хранятся фотографии и личные вещи героя, посетили аэропорт имени Сооронбека Асканова, где установлен макет самолета-истребителя МиГ-29. Очень долго ждали, очень важна, большая гордость. То, что мы смогли увидеть братьев Асканова, поговорить с ними. Ингуш с большой буквы, именно так отзывается о Сооронбеке Асканове, первом герое России, и его друзья. В Липецкой области легендарного летчика помнят и любят. Для народа он не умер, а шагнул в бессмертие. МиГ генерала Асканова, в котором он проявил героизм и ценой своей спас десятки жизней, пример для каждого. Мадина Пугоева, Новости 24. В топливно-энергетическом колледже имени Цурова воспоминаниями о годах, связавших крепкой дружбой с Сооронбеком Аскановым, поделился Весенгирей Танкиев. Он, напомню, автор книги «МиГ генерала Асканова», в которую вошли воспоминания самого Весенгирея и рассказы сослуживцев героя. Танкиев рассказал студентам, какой след в памяти друзей оставил после себя легендарный летчик. Ребята не упустили случая задать гостю интересующие вопросы. Танкиев отметил, что подобные встречи со студентами и школьниками планируют проводить как можно чаще. У нас состоялась очень интересная, продуктивная встреча. Зал был полностью наполнен студентами. Я знаю, что их интересуют не только производственные вопросы, но и вопросы, касающиеся истории нашего народа, его культуры, этики, достижений. Сегодняшнее мероприятие мне очень понравилось. Понравилось выступление, все, что рассказал нам Весенгирей Хасанович. Он очень много знает о Сооронбеке Асканове. Мы завидуем ему белой завистью, потому что ему повезло по жизни быть соратником Асканова Сооронбека. Сооронбек Асканов остался в сердцах людей, тех, кто знал его близко, и даже тех, кто родился спустя много лет после гибели. В Горском кадетском корпусе прошел открытый классный час, посвященный первому герою России. Репортаж Жеридат Халухоевой. Человек, чья звезда первой загорелась в мемориале славы героев России. Сооронбек Асканов, генерал-майор, летчик-испытатель. Он всегда стремился в небо. В этот день, вспоминая о мужественном земляке, настоящем офицере, воспитанники кадетского корпуса в стихах и песнях рассказывают о жизненном пути Асканова. Беда поступила, как слезы глазам. Однажды в полете, мотор отказал. Весь жизненный путь таких выдающихся личностей, как Сооронбек Асканов, основывается на одном – поставить цель и добиться ее. Выбирая между своей и чужой жизнью, он подарил шанс целому селу и оставил после себя незыблемую память. Зная Асканова и его биографию, мне кажется, другого от него никто и не мог ожидать, потому что другого решения он просто не мог принять. Я думаю, его имя навеки запечатлится в нашей памяти, в памяти нашего народа и не только нашего.
Поступок, который не забудут, сколько бы лет ни прошло, по сей день вдохновляет не только представителей старшего поколения, но и младших. Несмотря на то, что многие из них родились после гибели летчика, они стремятся стать такими же достойными сыновьями своего народа, ведь настоящих героев каждый воспитывает в себе сам. Пожертвовал собой ради многих людей, которые жили в этих домах, и они не знали, как упадет ли самолет или нет, а он подумал, что у него одна жизнь, а внизу там много. Для меня его подвиг является примером. Надо всем военным и невоенным быть, как он и другие наши герои. Асканов для меня является большим примером. Я должен равняться на него и стараться быть таким же, как и он. Воспитывать молодежи чувство патриотизма сегодня очень важно. Это отмечают и кураторы. История жизни Сулумбека Асканова без преувеличения должна лечь в основу воспитания подрастающего поколения. При подготовке этого мероприятия мы с нашим командиром взвода Бековым Магомедом Белановичем мы заметили, какой интерес дети проявляют именно к личности Асканова. Как они гордятся им. Вот это самое главное было вот отметить, как они гордятся этим подвигом. И как они интересовались. А неужели он не мог катапультироваться там или как-то спасти себя? И когда мы говорили, что он, если бы катапультировался, то погибла бы полностью эта деревня, Козельки, тогда они, вот это чувство гордости их наполняло. За свою короткую жизнь он достиг таких высот в воинской службе. Его имя и подвиги живут в сердцах не только ингушского народа, но и всей страны. Райдат Халухоева, Рамазан Миржоев, Новости 24. А в Музее изобразительных искусств учащиеся первой Карабалакской школы и солисты Госфилармонии имени Хамхоева подготовили вечер памяти под названием «Опустела без тебя земля». К годовщине гибели легендарного летчика приурочили выставку работ учащихся детской школы искусств Карабулака. Главная цель мероприятия – воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма. Наши дети, подрастающее поколение, понимали, что все высокое можно достичь только своим собственным трудом. А трудиться мы, к великому сожалению, не хотим многие. А он всем своим примером показывает труд, еще раз труд и еще раз труд. И это высота, которая прославляет вас и вместе с вами ваш народ. Вот он. Давайте будем дерзать в познании, в интеллектуальном развитии и в обогащении духовной культуры, каким был Асканов. Я нарисовала его портрет, а также я нарисовала село, куда и упал его самолет. Многие знают о его подвиге, и также я изобразила памятник, который был поставлен в честь него. Он находится в аэропорту Магаз. И сегодня также в Сунжинском районном ДК прошло мероприятие, посвященное 26-летию со дня гибели летчика Сулумбека Асканова. О том, что там было, подробно расскажет наш корреспондент Дана Плиева. Подвиг, которому 26 лет. Имя героя увековеченное не только в истории родной Ингушетии, но и России. В числе главных гостей на мероприятии двоюродный брат Сулумбека Асканова, Борис Ильянов, который рассказал, что первый герой России всю свою жизнь оставался патриотом. Сулумбек с детства отличался своей вдумчивостью, спокойствием. Он отличался от всех ребят еще тем, что он, вы знаете, не ввязывался в никакие драки, любил защитить отстающего, обиженного. И поэтому самая главная его цель из детства это была учеба. Он старался добиться того, что он задумал. И с детства он говорил: я стану летчиком, я добьюсь своего. В сердце каждого ингуша была эта боль, отчаяние от потери такого человека, да, который искренне всем сердцем и душой любил свой народ, гордился им. И вот этот день я помню, и его помнят, наверное, все ингуши. Кем он еще являлся? Он являлся достойнейшим сыном своего народа.
В зале студенты пожарно-спасательного колледжа. О подвиге Сооронбека Асканова каждый из них наверняка не раз слышал от родителей и в школе. И для многих легендарный летчик сегодня пример для подражания. Тем более, когда выбрал профессию, в которой не обойтись, без смелости и упорства. Считаю, что мы не имеем никакого морального права забывать подвиги наших героев. Мы должны знать их в лицо, должны знать, чем они отличились. И я думаю, что все, кто сегодня посетил это мероприятие, так же, как и я, расскажут об этом и другим людям. А в холле ДК выставлены работы воспитанников Сунжинской детской художественной школы, авторам которых еще нет и 14. У детей свой взгляд на окружающий мир, и каждый рисунок удивляет глубоким смыслом, который порой даже взрослые не сразу могут понять. Чтобы оценить работы друзей, пришли и сами воспитанники. В чем этот рисунок? Асканов Сооронбек Сысыркович. А что сделал Асканов Сысыркович? Он спас многих людей. Он повернул самолет к лесу и не успел выпрыгнуть оттуда и упал. И тебя он кто? Герой? Да. Хотела бы ты на него быть похожа? Да. Первый герой России, летчик-истребитель, генерал-майор авиации. Путь простого мальчишки, с детства грезившего небом, был долг и тернист. Но как при жизни, так и после он был и остается настоящим героем, на которого следует равняться. Настанет день, и журавлиной стаи я поплыву в такой же сизом мгле. Из-под небес по птичьи окликая. Дана Плиева, Рамзан Мержоев, Новости 24. Глава Ингушетии вошел в пятерку лидеров рейтинга губернаторской повестки. Очередной рейтинг фондом «Петербургская политика» совместно с Давыдов Индекс был составлен, исходя из медиа-активности лидеров регионов с 29 января по 4 февраля. В него вошли 35 губернаторов, на которых чаще всего ссылались СМИ, блогеры и социальные сети в течение недели. Юнусбек Евкуров занял 5-е место. Больше всего СМИ тиражировали заявления главы республики о необходимости переименовать комиссию по адаптации бывших участников НВФ в Ингушетии, поскольку в нее стали чаще обращаться люди, пожелавшие прекратить любую преступную деятельность. Как ранее сообщил руководитель региона, комиссия, созданная в Ингушетии в 2011 году, в последнее время стала реже рассматривать дела бывших участников банд подполья в связи со стабилизацией оперативной обстановки. Премьер-министр, министр внутренних дел государства Катар шейх Абдалла бен Насер бен Халифа Аль-Тани в ходе встречи с Юнусбеком Евкуровым заявил о возможности посетить республику в этом году. Это будет ответный визит делегации Катара в Ингушетию. В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в области экспорта сельскохозяйственной продукции из Ингушетии в Катар. Юнусбек Евкуров отметил, что сегодня инвесторам в регионе гарантирована реальная поддержка со стороны государства. Создана правовая база для инвестиционной деятельности, которая сводит к минимуму необоснованное вмешательство контролирующих органов. В свою очередь, премьер-министр поддержал идею экспорта сельхозпродукции из Ингушетии в Катар. Мы за это небольшое время проехали по многим местам. И видим, как масштабно, красиво развивается ваше государство. У вас очень добрые, гостеприимные люди. И уверен, что наш визит не останется бесследным, и мы в дальнейшем будем совместно проекты реализовывать. Мы в состоянии сегодня представить для ваших инвесторов готовые площадки. Мы по некоторым продуктам питания сельского хозяйства в состоянии сегодня и на 60, и на 80, и на 100% обеспечить государство продуктами. Можем с нуля дать территорию для того, чтобы ваши предприниматели для Катара сами выращивали продукцию сельского хозяйства.
نستطيع أن نقدم أراضي صالحة. تبدأون بمشاريع من الصفر من أجل أن تكون البضائع المنتجة منها تذهب إلى قطر. Можем просто экспортировать наши товары в Катар. Мы сегодня имеем лучший в стране, лучший в России оптово-распределительный центр. نحن في روسيا لدينا المركز الذي يعطي جميع الاتجاهات. Это более 60 тысяч тонн хранения холодильников. يعني هذا المركز الذي نحن نستطيع أن نخزن به المواد الغذائية ونستطيع إلى 60,000 طن تقريبا مواد غذائية. مركز توزيع. И эта площадка тоже может быть использована для хранения продуктов сельскохозяйственного назначения для Катара. Один из таких вопросов, связанных уже вне инвестиций, это предстоящий чемпионат России, чемпионат мира по футболу, который будет в России летом этого года. كما تعلمون في الصيف هذا سيكون بطولة كأس العالم في روسيا، بطولة كأس العالم لكرة القدم. И передача эстафеты на 22 год уже وسنقدم لكم الشعلة في عام 2022. В том числе при необходимости направить с республики уже подготовленных волонтеров столько, сколько это необходимо. في البداية احنا طبعا ارحب بفخامة الرئيس مرة ثانية بوجوده في دولة قطر معنا. Еще раз мы приветствуем вас в государстве Катар, мы рады вас видеть здесь. واحنا طبعا مهتمين زيادة يعني حقيقة وهذا توجه سومدميد بزيادة التعاون مع الاتحاد الروسي. У нас есть указание от его величества, что увеличивает объем сотрудничества вообще с Российской Федерацией. هذا توجه سامي عندنا من سمو الأمير ونحن نحاول الآن في شتى المجالات حقيقة تعزيز التعاون. Мы поэтому стараемся во всех областях работать с Российской Федерацией. Вот то, что касается вот то, что предлагаете площадки для сельского хозяйства, я направлю компании Хасад. Это она государственная компания, и она специализирована на сельхозпродукты. واحنا ايضا مرحبين باستيراد اي شيء من مواد الخضروات والفواكه انها تكون تجينا من А с другой стороны, مهم جدا يعني. я очень приветствую, пожалуйста, чтобы вы экспортировали нам и фрукты, и овощи из Ингушетии. وهذا شيء استراتيجي بالنسبه لنا لتنويع استيراد الخضروات والفواكه من شتى المجالات من شتى من اماكن اخرى يعني، ولكن بالعكس هذا بيكون ايضا مجال جديد ان نبتدي نستورد منها الخضروات والفواكه. Мы приветствуем, чтобы мы покупали сельхозпродукты не из одной страны, из разных. Значит, если начнем с вами, это значит тоже, это считаем начало для других дел тоже. Наша республика стала первым российским регионом, представившим свою программу в рамках перекрестного года культуры для жителей полуострова. В самом престижном зале страны, драматическом театре, состоялся большой концерт творческих коллективов. Горская культура, лезгинка и темперамент не оставили никого равнодушными. Помимо выступлений артистов, у публики вызвала большой интерес национальная выставка, на которой были представлены живопись, старинные костюмы и изделия народных промыслов. Репортаж из Дохи. Восторг у зрителей вызвал зажигательный искрометный танцевальный номер Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия». На сцене также выступили народный артист республики, композитор и исполнитель Тимур Дзейтов, заслуженный артист республики Алаудин Эсмурзиев и финалистка телевизионного проекта «Голос дети» Рагда Ханиева. Я проживаю в Катаре уже около 10 лет, я из Санкт-Петербурга. Работаю здесь учителем английского языка. Какие у вас впечатления после концерта? Эмоции? Очень замечательный концерт. Нас, в принципе, сама музыка кавказская, она сама по себе зажигательная очень. Ребята очень постарались, было видно, что на самом деле они выкладывались. Танец с мячами, искры летели, когда танцевали, супер, очень понравилось. Мы очень благодарны, что вы вообще смогли приехать, и концерт был очень грамотно составлен, и песни были, и танцы были. Ко всем присутствующим в зале обратился глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Наверное, символично, что после встречи официальной президента России Владимира Путина и эмира Катара, его высочества, в Москве, первые мероприятия, такие знаковые, начали с
начались культурных программ. Культура нужна во всех сферах жизни человека, и в религиозной, и светской деятельности, в общении между людьми, между общинами, особенно между государствами. У нас хорошие творческие проекты и программы. Я надеюсь, что для зрителей, не только тех, которые сейчас в зале присутствуют, но и тех, которые видят это в соцсетях или на телевидении, понравится выступление наших коллективов. За неполных 2 дня пребывания в вашем государстве мы восхищены и добротой, и гостеприимством вашего народа, и достопримечательностью, и красотой, и бытом жизни народа Катара. Помимо концертной программы, в культурной деревне была организована национальная выставка, на которой были представлены живопись, свадебные наряды, старинные костюмы, предметы быта, изделия народных промыслов. Мужской наряд, он не изменилось. Атрибуты вообще с Северного Кавказа и любого костюма, кинжал, газыри, пояс, он всегда традиционный. Большой интерес у публики вызвала картина из рыбьей кожи с изображением одной из достопримечательностей Катара, изготовленная ингушской компанией «Шади». Этот рисунок отсюда брала? Каймар – это из Катара. Катарский рисунок. Это для музея Катара, она специально сделана. هذه سنهديها إلى متحف قطر. قطر. Это музей. هذا لمتحف قطر. متحف سمك. هذا كله من جلد سمك. شيونغا и кальмар. الكلمار هذا جلد سلمون. السلمون والكلمار. والسلمون. Это семга. Мажет. Но она там куча лежат, что Это произведение искусства теперь будет храниться в местном музее. Лейла Гайсанова, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Иса Хазботов. Новости 24. Северокавказский окружной военный суд вынес приговор участникам незаконного вооруженного формирования, действовавшего на территории Ингушетии. Их деятельность была пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по республике в 2016 году. Северокавказский окружной военный суд вынес приговор участникам незаконного вооруженного формирования, функционировавшего на территории Ингушетии и позиционировавшего себя структурной частью международной террористической организации «Исламское государство», запрещена на территории Российской Федерации в составе группировки Вилаят-Галайче. Перед судом предстали 9 членов Сунжинской бандгруппы. Гадамаури осуществлял непосредственное руководство НВФ. Апиев добровольно оказывал содействие в качестве пособника, а также осуществлял финансирование НВФ. Амриев, Бузуртанов, Албаков, Таршоев, Матиев и Течоевы выполняли функции рядовых участников. Член бандгруппы Хациев находится в федеральном розыске. Деятельность НВФ была пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Ингушетия в 2016 году. На вооружении указанного НВФ находилось большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, которые были изъяты из специально оборудованных схронов и мест проживания подозреваемых. В ходе следствия также были обнаружены записи, которые содержат годовой план проведения терактов, списки планируемых к убийствам сотрудников МВД по Республике Ингушетия, а также лиц, оказывающих им содействие. Участники НВФ были причастны к серии преступлений террористической направленности, в том числе организации обстрела колонны военнослужащих в районе населенного пункта Датых в сентябре 2012 года, организации самоподрыва террористки «Смертница» в Серноводске в сентябре 2013 года, а также к посягательствам на жизнь сотрудников правоохранительных органов, обстрелам и подрывам самодельных взрывных устройств. Решением суда руководитель НВФ Гадамаури приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Остальные участники преступного сообщества приговорены к лишению свободы в исправительных колониях общего режима сроком от 5 до 14 лет. Решение суда может быть обжаловано в установленном законном порядке. Руководитель администрации главы Ингушетии Магомед Яндеев провел совещание с главами всех муниципалитетов республики. Один из главных вопросов, которые обсудили собравшиеся – необходимость приведения уставов муниципалитетов в соответствии с федеральным законом. Замначальника управления Минюста Ингушетии Зарита Тутаева в своем докладе отразила результаты работы органов местного самоуправления в этом направлении. На сегодняшний день 21 муниципальное образование региона не внесло соответствующие изменения в уставы. Яндеев дал главам администрации поручение
намерение исправить недочеты в течение 2 недель. Есть проблема, и она проблема непростая. Вы сегодня услышали, какие проблемы существуют в каждом муниципальном образовании. Оценка деятельности органов государственной власти Республики Ингушетия формируется из той работы, которую вы делаете. Если вы ее делаете достаточно хорошо, значит хорошо. Если вы ее делаете неудовлетворительно, значит работа не удовлетворительна. В квартал 1 раз определите дату, когда мы соберемся, когда это будет не в ущерб весенним полевым работам и другим мероприятиям. Обсудили на совещании и подготовку к предстоящим выборам президента страны. Так, руководитель администрации дал поручение главам пообщаться с избирателями, организовать максимальную их явку и в день выборов подготовить для них различные развлекательные мероприятия и провести, где возможно, ярмарки. Кто на кругу, уже не главный, если это касается федеральной трассы. В правила дорожного движения внесли новые изменения на смену тем, которые были объявлены ранее. Разобраться во всем этом поможет наш корреспондент Амина Бокова. С самого утра на Магасовском кругу оживление. Установлены не так давно знаки о том, что приоритет движения дается машинам на кругу, теперь заменяют на прежние. Правила дорожного движения не изменились. И новые ПДД, которые вступили в силу по всей стране 26 января, тоже никто не отменял. Проблема в другом. В ГИБДД не учли серьезную оговорку, согласно которой под новые правила дорожного движения не попадают перекрестки на федеральных трассах. Изменение данных правил относится к равнозначным перекресткам. Эта федеральная дорога не является равнозначным перекрестком, который находится, кольцо, не является равнозначным. А дорога федеральная, ведущая дорога по федеральной дороге является главным. Поэтому мы сейчас пришли к единому мнению, что эти правила не относятся к федеральной дороге, где находится кольцевое движение. Поэтому мы сейчас меняем эти знаки, по-прежнему будут являться правила дорожного движения, по-прежнему будут по старым правилам будут управлять транспортным средством водители. Последствия неправильного истолкования ПДД появились практически сразу. Увеличился поток пробок и количество ДТП. Когда ставили эти знаки, мы думали, что разгрузится дорога, а получилось наоборот. Пробки все-таки также образовываются. Раньше по старым правилам пробки были только по 2 направлениям. Это город Магас направление и направление города Назрань. А по федеральной трассе пробок не было. Сейчас, как мы изменили эти правила по новым правилам, по 4 направлениям образовались эти пробки. По 4 направлениям. Поэтому, чтобы разгрузить эти наши дороги, ведущие по федеральной дороге, чтобы препятствий не было водителям, которые управляют транспортом по федеральной дороге. Поэтому мы сейчас пришли к единому мнению, оставили правила по старым правилам. Многие водители изначально были против изменений. Владимир Голоканов, к примеру, считает неправильным, что машины, которые движутся по федеральной трассе, должны уступать дорогу автомобилям на кругу. Владимир уверен, в результате частой смены правил дорожного движения водители окончательно запутаются, и ситуация на дорогах может стать весьма критичной. Знаки не стоят приоритетные, где стоит главное, там езжай, нет, уступить дорогу, уступай. Тем не менее, правила, предусматривающие приоритет движения машине, которая движется на кругу, остаются в силе, но только по городским маршрутам. Сотрудники ГИБДД призывают жителей учесть поправки, касающиеся Магасовского круга, и соблюдать правила дорожного движения. Амина Бокова, Адам Далаков, Новости 24. Во Дворце спорта «Магас» прошел республиканский турнир по дзюдо среди юношей на Кубок главы Ингушетии, Героя России Нузбека Евкурова. В нем приняли участие ингушские дзюдоисты в различных весовых категориях. В качестве гостей турнира были приглашены известные спортсмены, бронзовый призер чемпионата мира Муса Магушков, олимпийский чемпион Хасан Халмурзаев и, конечно, основатель школы дзюдо в Ингушетии Яхья Мережков. Слово Микаилу Тангиеву. Здесь стартует республиканский турнир по дзюдо среди юношей. В нем участвует порядка 400 спортсменов. Все они будут бороться за звание лучшего в своей весовой категории. Открывает турнир танцевальный ансамбль «Сик». Для зрителей и участников соревнований подготовили выступление. С приветственной речью перед всеми собравшимися выступил заслуженный тренер России и Казахстана, основатель школы дзюдо в Ингушетии Яхья Мережков.
полезные соревнования «Ериш». Тренерский состав именно у возраста внимание уделяет только соревнования «Ериш». У возраста олимпиады, обязательно футбол. Республиканский турнир на Кубок главы республики объявляется открытым. Можно начинать поединки. На татами выходит первая пара спортсменов, весовая категория 23 килограмма. Оба спортсмена готовы показать все свое мастерство. Разворачивается ожесточенная борьба. Но вот дзюдоист в белом кимоно берет соперника под контроль и проводит прием. Имя первого победителя известно. Я учусь дзюдо 3 года. Благодаря Мураду Богатурову я выиграл эту схватку. Занял первое место в дзюдо весовой категории 23 килограмм. Следующими на настил выходят борцы весовой категории 27 килограммов. Дзюдоисты внимательно изучают друг друга в попытках обмануть соперника. Уступать оппоненту никто не собирается, но спортсмену все-таки удается взять инициативу в свои руки и провести зрелищный бросок через плечо, тем самым вырвав победу. Дзюдоисту всего 8, а он уже выступает на таких престижных соревнованиях. Спортсмен охотно делится, как тяжело далась эта победа. Впрочем, Хусейн не намерен останавливаться на достигнутом и готов покорять новые вершины в спорте. Я очень хорошо тренировался. У меня соперник легкий был, и я прием плечо делал ему. А когда я вырасту, я хотел чемпиона мира. Зрители в зале активно болеют за своих участников. Тухан Галаев пришел поддержать своего племянника. Алхамдулилlah, нормально, Назрань, Магаз, Карабулак и Кажева, Плиева – это далеко не весь список представленных спортшкол региона на этом турнире. Организаторы соревнования установили строгие правила. Действует только непредвзятое судейство, исключены споры и скандалы. Победителей в разных весовых категориях ждут почетные призы. Весовые категории практически заявлены все, которые в этом возрасте присутствуют. Это по 8 категорий 2006-2007 год и также 8 категорий 2007 и 2008 год. 2007-2008 год. Победители у нас все до единого получат личные кубки за первое, второе, третье место, медали, грамоты за волю к победе и за лучшую технику, а также специальные призы от спонсоров нашего турнира. За ходом турнира внимательно следят несколько судей. Их задача, чтобы состязания проходили в полном соответствии со всеми правилами дзюдо. Все схватки проходят на должном уровне и нарушений не выявлено. Есть видеонаблюдение. В случае спорного момента можно перемотать, посмотреть. За счет этого у нас спорных моментов абсолютно не бывает. Поэтому хочу сказать спасибо именно организаторам в этом плане. В числе приглашенных гостей именитый дзюдоист Муса Магушков. Он еще на первых своих тренировках убедился, дзюдо положительно сказывается на спортсменов и способствует хорошему развитию физических, умственных и лидерских качеств ребят. Что касается самого турнира, это необходимо, потому что каждый, любой профессионал, любой состоявшийся, даже не состоявшийся спортсмен прошел через эти этапы. Это проверка, каждый такой старт – это проверка своей выполненной работы для тренеров и для детей. Между тем, все встречи завершены. Имена победителей известны. Финалистов турнира ждут кубки, медали и почетные грамоты. Первыми чествует призеров весовой категории 23 килограмма. А награждает ребят полпред республики в Сибирском федеральном округе Мухажир Мужухоев. Учитывая возраст участников, можно с уверенностью говорить, это далеко не последний триумф ребят дзюдо, тем более, когда есть с кого брать пример. Микаил Тангиев, Хаваш Гойгов, Адамдалаков, Новости 24. С 9 по 11 февраля во Дворце спорта Магаз имени Берда Ивлоева пройдет первенство России по греко-римской борьбе. В соревнованиях примут участие атлеты со всей России, в том числе и нашей республики. На данный момент у борцов активные тренировки. Подробнее о том, как готовиться в Ингушетии к этому празднику спорта, расскажет Тамерлан Хамхоев. Бокс, ММА, дзюдо, теперь еще и борьба. В Ингушетии стремительно набирает популярность практически каждый вид единоборств. Первенство России по греко-римской борьбе станет настоящим подарком для поклонников этого вида спорта. Дома и стены помогают, поэтому каждый из участников ингушской сборной готовится с одной целью, чтобы медали высшей пробы оставить в республике. Разбрасываться, да еще обчет. Берете, обычный перевод, ну что?
От нашего региона в первенстве России примут участие порядка 25 борцов. Все они сейчас усиленно готовятся к соревнованиям. После победы наших земляков Мусы Евлоева, Ислама Апиева и Бекхана Аздоева на прошедшем турнире Гран-при Иван Поддубный интерес к этому виду спорта в регионе явно возрос. Борцы проводят упражнения на развитие всех групп мышц и координации. Да, дома биться намного легче, чем в другом районе. Просто за счет поддержки родных и близких и за счет тренеров. Но все условия уже в нашу сторону. У всех равные шансы. Но единственное, 80 килограмм у нас трое наши борются и все сборники. Там трудно будет. Но в любом случае победит тот, кто лучше подготовлен. В греко-римской борьбе, впрочем, как и в любом другом виде спорта, огромное внимание уделяется также и работе над выносливостью. В течение 2 периодов борец должен в любой момент быть готовым не попасться на контрприем или при удобном случае сам провести его. Дополнительной мотивации ребятам не требуется, ведь их главная цель – выиграть золото соревнований. Будет еще большой шаг в моей карьере на международных соревнованиях, на Европу, мир и юношеские Олимпийские игры будут проводиться сейчас, в этом году. Именно в греко-римской борьбе у нашего региона большие перспективы, считают многие именитые спортсмены и тренеры. Для развития этого вида спорта очень важно проведение и региональных, и окружных, и всероссийских соревнований. Ведь глядя на спортсмена выше уровнем, каждый захочет не только встать рядом с ним на одну ступень, а подняться еще выше. Без достойного соперничества в спорте нет и побед. Мы в последнее время упорно тренируемся, последние 2 месяца, а последний сбор проходит у нас в Ингушетии. Сбор проходит очень усиленно. Нам лично помогает наш главный тренер Руслан Белхороев, обеспечив всем необходимым. Тренируемся каждый день по 2 тренировки и подводимся к этим соревнованиям. Первенство стартует 9 февраля. Предварительно проведя церемонию взвешивания, борцы выйдут на ковер Дворца спорта лишь с одной целью – завоевать золото и заявку на Европу. Тамерлан Хамхоев, Харон Аздоев, Новости 24. А хоккейная академия Фетисова начала готовить будущих звезд большого спорта. Современную методику мирового хоккея ребята постигают на новом льду под руководством опытного тренера. Михаил Тангиев расскажет. На ледовой арене Башлам около 20 маленьких ребят учатся правильно кататься и даже выполнять кое-какие упражнения под руководством своего тренера. Несмотря на то, что это только 2-я тренировка, многие из них уже освоили технику катания и показывают хорошие результаты. К примеру, маленький Рахим впервые на тренировке, но быстро освоился на льду. У него есть большие планы на свое спортивное будущее. Сложно кататься? Да. Но у меня получилось. Получается? Как думаешь, станешь будущим хоккеистом? Думаю, да. Желающих попасть в хоккейную академию Фетисова много. В последнее время как сами дети, так и их родители отдают предпочтение именно хоккею, что неудивительно, ведь это очень мужественный вид спорта. Он оперативно формирует личностные качества, такие как целеустремленность, стремление к победе, работа в команде. Поэтому родители спешат как можно быстрее записать своего ребенка в хоккейную секцию, как, к примеру, это сделала мама Рахима. Вообще он у меня мальчик спортивный, занимается гимнастикой. А вообще именно в хоккей только потому, что это командный вид спорта. Я хочу, чтобы он и в классе, и в школе, и вообще с друзьями, чтобы он, не знаю я, чтобы вот эта жилка в нем была. И он сам хочет. Вот даже припевает вот эту песню «Трус не играет в хоккей». В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Кого как, а вот 5-летнего Мухаммеда точно не назовешь трусом. Он только пытается делать свои первые шаги в мир большого спорта. Ровно скользить по льду у него пока не получается, без падения не обходится, но подрастающий хоккеист не намерен сдаваться. Снова и снова он становится на коньки, не желая отставать от своих сверстников. Кататься тебе нравится с тренером? Учит тебя тренер? Да? Скажи, ты хочешь стать хоккеистом? Да. Наравне с ребятами здесь катается и маленькая Зульфия. Их вместе с сестрой привел сюда отец. И нужно отметить, что несмотря на юный возраст, девочка очень уверенно чувствует себя на коньках и, по словам тренера, держит равновесие так, что если она и дальше продолжит заниматься в таком духе, то ей светит большое будущее. Если не в хоккее, то уж точно в фигурном катании. Но, к сожалению, на камеру она говорит не так хорошо, как катается. Мне нравится заниматься хоккеем. Да? Почему тебе нравится кататься? Хочу быть сильной. Хочу быть сильной, хочу быть хоккеисткой, хочу с мальчиками драться. Пока
С теми, кто уже записался, занимается специально приглашенный тренер высшей категории из Новокузнецка. Благодаря своему опыту он знает, как найти правильный учебный подход к ребенку, чтобы из него вырос будущий чемпион. Ну, я лукавить не буду, перспективы очень большие. Посмотрите на детей, они пришли на вторую тренировку. Из них уже возле бортика практически никто не ходит. 2 тренировки всего прошло. То есть перспективы огромные. Ребята трудоспособные, талантливые, рабочие такие, видно по ним, падают, встают. Сейчас мы стараемся в игровой форме дать им, чтобы они в игровой форме смотрели упражнения, чтобы как-то заинтересовать. Набор в хоккейную секцию до сих пор продолжается. Стоит задача набрать 4 группы по различным возрастным категориям от 4 до 7 лет. В будущем руководство Республиканского хоккейного центра планирует на базе 2 хоккейных площадок Эрзи и Башлам организовать несколько клубов. У нас, допустим, площадка, где вот у нас Эрзи, там у нас команды будут Эрзи. Все детские команды, начиная с 1 по 10 класс, вот эти группы, мы их будем, там, Эрзи, допустим, 2006 год, Эрзи 2007, 2008, чтобы по подгруппам. Также мы хотим организовать на этой же базе, допустим, клуб Таргим, вот, так как у нас уже сейчас ночная лига есть, Таргим. Также и детские хоккейные команды Таргим. Сегодня эти ребята только делают первые шаги в мир большого спорта, но уже, возможно, в ближайшем будущем они представят свою республику, покажут себя стране, а затем получат право выступать в лучших командах континентальной и национальной хоккейных лигах. Михаил Тангиев, Халаш Гойгов, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.